ГСП онлайн. Городские новости сейчас. В общественной приемной прошла прямая линия на тему меры социальной поддержки многодетных семей. На удивление, эта телефонная консультация, в отличие от других подобных, прошла достаточно активно. Очевидно, ухтинцев действительно интересует, а что же предлагает государство семье, в которой планируют 3 и более детей. Один из звонков касался именно того, как оформить статус многодетных, а после и субсидии. Позвонившая горожанка вот-вот станет мамой в 3-й раз. Ну, во-первых, нужно оформить свидетельство о рождении и прописку новому члену семьи. А после взять документы, удостоверяющие личность как родителей, так и детей, и отправиться в Центр по предоставлению госуслуг по адресу Строителей 27, кабинет 103, или в «Мои документы» на Оплеснина 11, чтобы оформить меры соцподдержки за жилье и коммунальные услуги. Помимо документов личных, соответственно, СНИЛСы, если есть на каждого ребенка, вы приносите тоже и на родителей. Если их нет в наличии, то, конечно, лучше их оформить, потому что это идентификация каждого человека в нашей стране. И берете квитанции по оплате за жилое помещение за последний месяц. И сдаете эти документы, и вам будет начисляться на каждого члена семьи ежемесячно по 218 рублей. Также стоит захватить с собой и фото всех членов семьи. Тут же вам оформят и удостоверение многодетных на родителей со вкладышами с данными каждого ребенка, кроме самого младшего. В данной семье старшему уже 8, а значит, он ходит в школу и имеет право на еще одну выплату. На старшего ребенка можно будет оформить вкладыш, и тогда вы будете получать на него, еще принеся нам справку из школы, что он учится в какой-то школе, 233 рубля на проезд мы будем выплачивать. Ну а что делать семье, в которой работает только один родитель? И из-за этого они потеряли статус малоимущих. Такой звонок тоже поступил. К сожалению, из-за постоянных болезней младшего мама не может встать на учет в службе занятости. Из-за этого семья с 6 малышами потеряла льготы. Как оказалось, пока не будет трудоустройства, не будет и статуса малоимущих. Единственный выход – попросить единоразовую помощь у администрации. У нас на территории нашего муниципалитета есть программа дополнительной помощи гражданам, оказавшимся по независящим от них причинам в тяжелом материальном положении. Что это такое сложное название? Вы можете раз в год заявиться на материальную помощь, на приобретение, продуктов питания, одежды для детей и так далее. Заявление рассматривает комиссия, которая и выносит решение. В данной ситуации семья может получить 6 тысяч, но всего 1 раз в год. Чтобы получить эти деньги, нужно обратиться в соцотдел администрации, который находится по адресу Бушуева, 11, кабинет 107, или позвонить по телефону 78 90 46.